Ассаламу алейкум, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷаноби Олӣ Московский рассказал о ситуации с патентами для трудовых мигрантов в России. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что делать с застрявшими в России людьми. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Рабочее место жил, в вагонах. Работа закончился, и у меня документы просрочены, патент, регистрация. А сейчас уже видите ситуацию, здесь в Москве идет карантин. А чтобы восстановить документы, надо минимум 2 недели, и еще надо деньги для него. А я купил на последние деньги. Как известно, в связи с пандемией коронавируса и карантинными мерами, принятыми в России, трудовые мигранты оказались в крайне сложной ситуации. Часть вынужденно вернулась на родину, другие в связи с этим даже застряли в аэропортах, а третьи имеют серьезные финансовые проблемы из-за нерабочих недель и режима самоизоляции. У многих нет возможности оплачивать патент. Находимся около 200 человек. Мы хотим уйти в Таджикистан. Побыстрее. Нам надо самолет, и все, больше ничего. В связи с этим Московский отметил, что речь идет не столько о патенте, сколько об авансовом платеже, поэтому в дальнейшем при обращении в бухгалтерию уплаченные средства частично можно вернуть. Чиновник напомнил, что с самого начала карантинных мер обсуждается вопрос о необходимости либо сокращения авансовых платежей, либо отстрочки выплат по патенту, либо обнулении сроков пребывания мигрантов на территории Российской Федерации. В Москве работал, да, я вот закончил работу, я сдал работу, уже регистрация тоже закончилась. А я сейчас выйду, да, вот себе куча проблем будет, сами знаете. Ну, одни хорошие, другие вот поймают, везут вот в отделение. Я не хочу, меня вот депортировали, да? Раньше власти России сообщили, что сроки перебывания в стране с 19 марта будут продлены для всех иностранцев, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции. Прибывшим в безвизовом порядке срок перебывания в Российской Федерации продлят в том числе в случае, если он уже истек. Также можно продлить разрешение на временное проживание или вид на жительство. МВД России сообщил, что трудовые мигранты могут обратиться за новым патентом, не выезжая из страны, как того требуют правила. Привлекать к ответственности за нарушение порядка получения патента их не будут, заверили в правоохранительном ведомстве. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Вадим Кожанов, президент Федерации мигрантов России, направил письмо премьер-министру Российской Федерации и призвал отменить оплату трудового патента мигрантам на время карантина. К акции присоединилось огромное количество иностранных граждан, которые призывают российское правительство услышать и поддержать их в это непростое время. Мы хотим побыстрее ехать домой, в Таджикистан. Что у нас уже ноги болят, там горло болят, мы же заболеем. У всех тут больные человек, там ноги болят у всех тут. Мигранты вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны и ежегодно пополняют государственный бюджет на миллиарды рублей. Сейчас, став заложниками ситуации, из которого до окончания режима самоизоляции нет выхода, они как никогда нуждаются в помощи и послаблениях, говорится в обращении Кожанова. Посол Таджикистана в России Имамудин Саторов сообщил, что он обратится к правительству России с просьбой предоставить мигрантам каникулы по уплате налогов и продление патентов. Мы надеемся, что правительство России решит этот вопрос в пользу наших трудовых мигрантов, добавил дипломат. Негативную роль сыграли попытки урегулировать ситуацию с помощью разного рода посредников, которые связывались с посольством, с руководством авиакомпаний для того, чтобы ускорить отправку. Это по факту никаких положительных следствий не имело, однако люди в надежде на скорую отправку продолжали оставаться и остаются в аэропортах. Российские власти пока не прореагировали на просьбу посла Таджикистана. Исследования международных финансовых организаций показали, что каждая 4-я семья в Таджикистане живет за счет денежных переводов своих родных. Власти Таджикистана заявляют, что в прошлом году в трудовую миграцию, в основном в Россию, выехало около 500 000 граждан страны. Таджикские мигранты в 2019 году отправили на родину денежные переводы в объеме $2,7 миллиарда. То есть Россия должна быть заинтересована в этом вопросе, как никто другой. Будем надеяться на лучшее и пожелаем терпения и удачи мигрантам и их семьям. То, с чем обращаются, это а как же нам дальше жить? Мы не можем платить за патент, потому что у нас нету работы, либо работа у нас есть, но нам не платят зарплату. И у нас стоит прямой выбор между куском хлеба
крышей над головой и оплатой за патент. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!